Глава Башкортостана Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой, на этот раз в Уфимском районе. Уфимский район расположен в центральной части Башкортостана, практически огибая город Уфу. Он граничит с Кушнаренковским, Благовещенским, Иглинским, Кармаскалинским и Чешминским районами. Первый объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфимскому району – мебельная фабрика «Уфа-мебель». Компания основана в 1999 году. На ней работает 550 человек. Ну, первое, что покажу, то есть это технологичное очень предприятие. Это обрабатывающий центр. Здесь смысл каков? Ложится заготовка, значит, обрабатывается, инструмент меняется, клеится кромка, вот он сейчас он, и потом сверлится, то есть деталь готова на одном станке, все, то есть вот она, ну сейчас буквально секунд, там 20-30 секунд, ну там интересно, смена инструмента, то есть такое, то есть. Ну все, девушки работают, да, работало 600 человек у нас здесь, осталось 200. А почему? А потому что мебель для дома, потребитель, вот инструмент меняет сейчас, видите как он. Потребительский спрос упал в России. То есть мы продавали в 600 городов, сейчас 400 продаем. Поэтому, честно говоря, с работой испытываем трудности, с работы. Оборудование очень технологичное, возможности, реально безграничные, все можем делать. Но работы нет, скажем, вот, просим работа, да. Мы раньше, пилили так, вот 70 фур в месяц мы пропиливали ДСП. Сейчас я вам на фур там 15-20. На 2/3 точно упали в производстве. Мы вообще, Владимир, мы сейчас анализировали в школах закупки какие по школам. Я давал поручения. Но, в принципе, 95% покупают в Башкирии, да, но... То есть надо смотреть вообще социальные учреждения, вообще везде. Вот, я знаю, что нужно сделать для этого. Мы там создадим такую, типа час покупай наших. И всегда будем приглашать туда всех наших производителей и потребителей, и женить будем. И конкурсные процедуры как, соответственно, пройти. Да, вот 44-й закон, самое главное преодолеть. Здесь, в принципе, вот упаковка, да, по линии, да. А это опилки, да, или что? Это опилки, да. У нас нижняя площадка, там котельная на опилках. А, вон даже. Да. Нам самим топить надо чем-то, да, то есть это экономичнее, считай, отходы. Здесь нижнюю площадку посещать уже сегодня не будем. У них там из массива дерева в Коридельском районе смотрели, их филиал. То есть там, в принципе, то же самое. Да. Ага, понятно, здорово. Раньше берут эту мебель, нет? Она же, выше. Не, вот нам все, как раз мы сейчас, она нас и выручает. Мы сейчас там растем в ней. Ага. Все-таки вот да, эта часть выше средней. Да, она технологически сложнее ее изготовить. И конкуренция меньше, потому что не очень просто ее сделать. А в этой вот, где из ДСП, тут что, отпилил, грубо говоря, кромку вот положил. Это школьная мебель, это мебель для больниц в том числе, да? Да. Сейчас зайдем, посмотрим готовую продукцию, там как раз и школьная мебель есть. Вот мебель для офиса, вот, да, начнем, грубо. Да, отлично. Вот мы оснащали, последний наш проект, это Сибирский госуниверситет. 5 корпусов 9-этажных. Новосибирский мы оснащали вот этой мебелью. Вот кабинета руководителя, то, что я вам говорил, вот. Причем это массив березовый здесь, здесь шпон березовый. В смысле, не просто ДСП, это очень сложные вещи. Это вот мягкую мебель делаем, да, можно присесть, попробовать. Нормально, да. Удобно, Ради Хабирович? Это вот кабинет руководителя эконом-класса, вот это, да, то есть все очень просто, с ДСП, и то есть недорого. Это школьная мебель, да, вот. Здесь... вы всю линейку делаете. Да, здесь, да, сложного ничего нет, собственно говоря, там квадрат, который в Давлеканово берем, да, вот.
то есть квадратная труба, ну и ДСП, да, хреношпан. Мы это все делаем только. Виталий Анатольевич, вот вопрос задавали. Закруглять это углы возможно? Нет, потому что дети же все-таки Это вот станок, который мы видели. Он, пожалуйста, он сам вот так фрезерует и кромку также клеит. Это вообще совсем не проблема. Ральфович, а почему вы говорите, что удивлены, что наши делают такую мебель? Ну, как-то мы же привыкли всегда думать, что мы хуже что-то делаем. Но привыкли, что мебель хорошая, итальянская, испанская, там прочее. А тут мебель башкирская. Я-то видел башкирскую мебель. Мы же в Каридельском районе были. На производстве. Да. Ну вот видите как. А ваша цель визита сюда какая? Посмотреть, как у них, потому что вот мы сейчас продумываем ряд мер для того, чтобы все-таки в республике закупки, когда осуществляются, все-таки мы покупали наше башкирское. Есть перспектива? Ну, конечно. Да. Спасибо, Ральф. Не за что. Следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Уфимскому району – комбинат детского питания. Это предприятие уникальное, пилотное. Здесь планируют готовить завтраки и обеды для 66 школ и детских садов. Здесь гаражи были. В прошлом году, в конце года, администрация выделила 9 миллионов на ремонт этого здания. Это муниципальное, да? Это, да, муниципальное предприятие. Ну, давайте вот начнем отсюда. То есть здесь заводится сырье. Вот оно в холодильнике. Здесь мясо, глубокой заморозки. После этого поступает сюда. Здесь оно перерабатывается. Замороженное перерабатывается на мелкий фракт сюда, потом мясорубку не размораживая. И после этого уже идет дальше фаршемешалка и здесь вот котлет фрикадельки. После этого шоковая заморозка. После этого уже продукция готова, закладывается в морозильную камеру. Вот здесь где-то мы планируем порядка 300-500 килограмм продукции выпускать ежедневно. Здесь у нас горячий цех. Здесь будет готовиться горячая еда. Конвектоматы? Это пара конвектоматы, да. Вот котлы, плиты. То есть у нас есть школы и сады, их достаточно большое количество, где мы должны кормить даже не полуфабрикатами, а уже привозить готовую еду. А вот как будете привозить, чтобы она теплая была? Или там подогревать? Ну, машины, во-первых, специально будут. И нет, подогревать мы будем, у нас есть термоса, мы закупаем специальные термоса. Срок хранения от 2 до 3 часов. Роспотребнадзор согласован, есть стандарт Санпина. Будем развозить. Ну, здесь вот этот цех, он может обеспечить только крыло вот этого Уфимского района. Вот, мы планируем. Это пилотный, пилотный проект, то есть он весь район не заходит, и по логистике это невозможно. Михайловку закроет? Да, Михайловку, и вот эту зону Нет, у не нас. только Михайловку, до мы Кормоса, порядка вот 10 школ закроем. Порядка 10 школ закроем, да. 10 и сады еще. Это у вас, ну, условно говоря, муниципальный комбинат питания. Да. Вот вы решили так попробовать. Да. Ну, вот у него сейчас 230 человек в штате. Мы в свое время же эти повара были в школах. То есть, Да. У меня 200 поваров. Это и обучение, и контроль, да, вот так. Я не знаю, вот, что лучше будет со временем. Ну, я думаю, конкуренция покажет. Но пока там, где порядок, а порядок там, где муниципалитет, они как-то более эффективны. все-таки вот ваше поручение, оно достаточно правильное по комплектации школ. У нас на сегодняшний день все школы, детсады полностью укомплектованы новым оборудованием пищевым. То есть мы не только пара конвектоматы, плиты обновили, холодильное оборудование очень купили много. Но даже этого недостаточно с учетом тех сумм, которые выделяет администрация района. А вот скажите, вот у вас в районе количество детей, которые в школах кушают, вот увеличилось или уменьшилось? Увеличилось, и качество питания улучшилось. Это связываете с чем вы? Ну вот за счет того, что мы профессионально подошли к этому вопросу, мы в начале сентября делаем дегустации для родительского комитета, то есть те блюда, которые сегодня комбинат школьного питания готовит, прямо приглашаем их в зал, чтобы они полностью попробовали, чтобы потом, ну, естественно, охват питания и горячее питание – это будущее завтрашнего дня. Поэтому мы над этим вопросом очень серьезно работаем. Когда запускаете? 15 декабря мы для себя срок поставили такой, который мы вот каждый день пошагово идем. Ну, то есть, с нового учебного года, там, вернее, со второго семестра, с третьего семестра начнете кормить? Да, вот мы планируем где-то к этим срокам запустить. Здорово, ну давайте попробуем так.
Хорошо. Спасибо. Райтфрич, правильно я понимаю, что это росточки будущей модели мы питания? пробуем, мы ищем, да, вот такие формы, потому что все-таки качественное питание – это качественное оборудование, прежде всего, и люди подготовленные. Вот, к сожалению, не весь бизнес может это себе позволить, малый бизнес не может себе позволить вот такие. А здесь муниципальные? Здесь муниципально, да. А в чем Но преимущество? Пока, ну, вы знаете, я не сторонник, говорит, преимуществ. Я за конкуренцию. У нас есть и коммерческие, очень крупные комбинаты питания, которые весьма качественно кормят. И в Нефтекамске вот крупный комбинат питания коммерческий. Ну, жизнь сама растается. Спасибо. Ради Хабиров отправляется дальше, на Затонскую тепловую электростанцию. Это предприятие – крупнейший инвестиционный проект в современной истории энергосистемы Республики Башкортостан. 2 блока по 220 мегаватт. Поставка полностью российская идет. Силовые машины, то есть и котлы, утилизаторы, и значит, паровые и газовые машины. Ну, комплектация будем объективно не стопроцентная российская локализация, но тем не менее по нынешним временам, то есть достаточно большой процент. Да. Номинально мы сегодня обеспечиваем теплом 17,5 тысяч жителей Затона. То есть, ну, готовы отапливать порядка 2 миллионов квадратных метров. То есть установленная тепловой нагрузка позволяет, ну, практически большой резерв, но на сегодняшний день 90%. То есть мы практически тепло еще не используем вообще. То есть это такой, скажем так, бонус и перспектива. Мы все-таки надеемся, что здесь Забелье именно перспективная ситуация с жилищным строительством. Ну и надеемся, что потребители будут все-таки выбирать централизованное теплоснабжение через застройщика, а не крышные котельные, которые работают без резервного топлива с соответствующими рисками, которые существуют. Все-таки охрана труда прежде всего. То есть мы переходим в главный корпус. Главный корпус на сегодняшний день выполнен в современном стиле, то есть это сэндвич-панели. Фактически был собран. И я бы хотел вернуться о том, что в 2012 году, когда Интеррао пришло сюда, стройка была заморожена полностью. То есть, ну, приняли совместное решение, Борис Юрьевич, достраивать, несмотря на достаточно простой. Топливо поступает вместе с воздухом в газовую турбину. Сейчас на нее посмотрим. Турбина вращается с генератором. Генератор вырабатывает электроэнергию. Причина ГТС-160. Дымовые газы идут в котел-утилизатор. Здесь вода поступает и превращается в пар и возвращается на паровую турбину. Этот пар крутит паровую турбину генератор и идет вторая выработка. То есть это 160 мегаватт зарабатывает газовая машина, 150 еще паровая. Итого 220 мегаватт. То есть это вот наиболее современный цикл КПД электрическое. Сегодня это 48%, это один из самых высоких КПД вообще по станциям СПГУ. Удельные расходы мы достигли уже 260 грамм, то есть станция совершенно другого уровня. Поэтому все компактно, блок пускается от кнопки. То есть давайте пройдемся на тепловой щит. То есть это как раз у нас осторожно газовая машина. Идет воздухозабор, машина и, соответственно, уходит сюда. Здесь генератор, только проводы уходят и все 220 киловольт. Персонала никого не видно, потому что номинально основной персонал находится на тепловом щите. Центральный щит управления, 2 блока. Блок 1, блок номер 2 и рабочее место. Можно, чтобы мы эту территорию... Вы знакомы прекрасно с этим макетом на Совете Федерации, они как раз рассказывали про станцию. То есть я еще раз бы вернулся. Вот мы находимся здесь, да? Да, мы находимся вот здесь, то есть получается вот там. Главный корпус, пиковая водогрейная котельная. Мы приехали вот сюда, это административный корпус, лабораторный корпус, 2 градирни.
Сооружения невысокие, то есть все 60 метров. Ну, для сравнения, то есть средняя высота дымовой трубы по БГК 180 метров, здесь 60. То есть при этом экологически все нормативы выполняются. Компактно. Да, все компактно, 10 гектар всего, еще раз. Начальник смесостанции Каримов. Так, ну, у нас в работе 2 блока. Давление 6 кг прямой, также 6 кг держим. Параметры выдерживаются. Вот. Ну, расход сетевой воды 1500 тонн-час идет. Ну, по электрической схеме у нас выведена в ремонт кабельно-воздушная линия 220 кВт Затонская ТЭЦ НПЗ с отпайкой на подстанции Затон по заявке сетевиков. Остальная электрическая схема в норме. По тепловой схеме тоже все норм. А вот это круглосуточная сдача? Да. Это как по 8 часов? По 12. А, по 12, то есть смену отработали и... У нас все смены приняты профсоюзом согласованное решение, что работают по 12 часов. Да. Поэтому круглосуточно, без выходных, ну, обеспечивает надежно, да, обеспечивает теплое электроснабжение целиком. Да. Поэтому станция работает. Спасибо. Альфа Борисович, можно с вами селфи сделать? Давайте. Спасибо. Идем быстро. Не видно. Еще раз. Тут я лохматка. Нет, красивый. Спасибо большое. Ну вот, Раф, чей комплимент вам с утра оделся? Рафович, скажите, пожалуйста, то есть получается, что есть мощности, есть возможные потребители, невозможные, потенциальные, и их нужно соединить? Нет, они соединяются, просто данная станция построена с перспективой, поэтому нас это радует. То есть у нас есть по энергомощностям эта территория изобилия, она прекрасно готова развиваться. Дальше уже слово за нами. Получается, мы на опережении сработали в данном Да, направлении. наши коллеги сработали на опережении. Далее глава Башкортостана Ради Хабиров едет в санаторий Юматово. Он основан в 1934 году и с тех пор специализируется на лечении органов дыхания, пищеварения и нервной системы. Один из методов – гумусолечение и минеральные воды. 7 корпусов, водолечебницы, все соединено подземными переходами. Люди могут просто да, в тапочках пройти по всем тематикам. Хороший пищеблок, все с клубом соединено. Все это своя минеральная вода, полностью цех минеральной воды, свой кумысный цех через дорогу. Улица Салаватка, наш ведущий специалист. Здравствуйте. Мы находимся в кумысном салоне. Здесь наши отдыхающие 3 раза в день принимают наш целебный напиток кумыс. Мы его получаем непосредственно из нашего кумысного цеха. И 3 раза в день они у нас здесь принимают этот напиток. И вот самое для нас новое и для нашей истории, для республики, мы в этом году провели реабилитацию у 10 женщин, у которых были проблемы по онкопатологии молочных желез. Ну, результаты у нас были неплохие. Надеемся, что в дальнейшее тоже пойдет такое развитие в этом направлении. Пожалуйста, попробуйте наш кумыс. А вот в это время он порошковый или какой? Ну, у нас Еще пока двойка подходит, 4 ключевых хозяйств выбирается снижается. Ну, да, зимой уже переходит. А вот у порошкового кумыса сохраняется? сохраняется полностью, да, полностью. Там же термическая обработка идет. Да, но она до 55 градусов всего. И поэтому, поэтому да, за счет всё, этого. да. И вот новые 2 продукта мы сделали. Молоко начали пастеризованное делать. Сейчас процесс сертификации проходит. И вместе с сельхозуниверситетом кумыс, на основе кумыса йогурт. Пожалуйста. Пожалуйста. Тоже очень интересные показатели у продуктов. Прошу вас, пойдите дальше. Спасибо. Переходим дальше к лечебно-диагностическому блоку. Вот здесь лифты прошли, вот еще лифты. Здесь у нас доступная среда, люди могут подниматься с ограниченными возможностями на этажи. Очень большой, на 300 мест. Столовая, да, 3 зала. Вот, ну, сразу же здесь. Здесь вот пандусы. Вот. И здесь у нас вот зав. Отделения Юрий Анатольевич расскажет по лечебным процедурам, которые здесь идут. Сегодня полный санаторий, так что у нас здесь лечебный процесс продолжается. Значит, полное лабораторное исследование, процедурный кабинет, где внутримышечные, внутривенные, капельные механизмы проводят назначение лечения.
Дальше кабинет механического массажа, где активируются биологические активные точки стоп и ладони. И при этом идет стимуляция внутренних органов. Это общая магнитотерапия. Здесь компьютерные программы, и по назначению врача очень масса этих программ мы уже оздоравливаем стабилизацию давления, сердечно-сосудистую систему, обменный процесс, иммунистическая ошибка. Значит, ингаляция, значит, современная аппаратура, ультразвуковые небулайзеры, направление лечения дыхательной системы, успокаивающая и иммуномодуляция, то есть коррекция иммунной системы. Основной контингент все-таки старше 50 лет у нас. Вот, 80% это жители республики. Вот, порядка 16% в Российской Федерации в последнее время поехали иностранцы. Канадцы были, израильцы, немцы поехали. Очень нравится. Русскоязычные. У вас резкое падение. Что произошло? Падение по доходам по прибыли немножко падает. Потому что очень много вложили в строительство дорожек и прочее. Вот это вот за это произошло. Номера начали делать повышенной комфортности и того прочего. И оборудование технологически поменяли. Вот. Сделали котельную новую, запустили свою. Полностью теплотрассу поменяли. Обратную воду горячую сделали. Горячей воды обратной даже не было. По полчаса пропускали люди. Представляете, вот это все. Вот. Отремонтировали очень много вот этих вещей. За счет этого произошло уменьшение прибыли. А поворотом растем, по наполняемости каждый раз растем. У вас сколько сейчас вот наполняется? Вот сегодня 317 человек, это 102%. Нет, по среднему по городу. В среднем 8,5 тысяч. Нет, людей. Нет, 82%. 82%. 82%, да. Вот. Но это неплохой процент. И вот с помощью новой программы, которую сейчас вводим, мы 100% закрываем полностью. Здравствуйте. Вы сейчас вот профиль какой? Пожилые У нас люди в основном, ЖКТ, органы дыхания и движения и онкология. Значит, мы сейчас зашли в корпус водолечебницы, это отдельно стоящее здание, через переход объединенное. Оно представлено левым, правым крылом, центральным помещением и помещение бассейна. Значит, здесь у нас проходят такие лечения. Ванны, 14 видов ванн. В основном мы ориентируемся на лечение дыхательной системы, костно-суставной, души, шарко, циркулярный душ, подводный душ-массаж. Вот современный у нас метод лечения – это подводное вытяжение позвоночника. Вот, да, здесь автоматизированная система, которая настроена компьютерной программой. Программу подбираем индивидуально для каждого, вес индивидуально. Вот это поверхность поднимается, укладываем, фиксируем и после лечения перекладываем на потолок. Это старый, мы все восстановили, да. Полностью своими специально, полностью здесь. Я могу показать альбом, что было и что сделали, просто великолепно. А бассейн какой? Бассейн здесь маленький. 5 на 15. 5 на 15. Глубина метр. Да, 3 дорожки. Вот бассейн у нас битком забит с 8 утра до 9 вечера. Великолепная заполняемость, но своих средств не хватает, чтобы новую построить, конечно. У вас совещание было недавно по развитию санаториев в республике. Есть По туризму у нас было. по туризму у вас была одна из тем, это и единый, скажем так, проект по развитию санаториев. Да. Какие мысли? Пока ничего мы просто договорились, что это нужно делать. Я дал поручение правительству внести на предложение, потому что у нас их много санаториев, санаторных учреждений, у нас их несколько десятков, 44. Все они разные, большие, маленькие, новые, старые. Вот. Поэтому это такая пестрая компания, скажем, и там по каждому нужно отдельное решение принимать, и потом разные формы собственности. А здесь это Юматово, просто это наш санаторий, старый, известный, очень, знаете, Востребованный. востребованный в свое время. Это была некая визитная карта. Поэтому вот мы решили сегодня посмотреть, в каком состоянии, я давно здесь не был. Вот. Ну и посмотреть, чем можем помочь. А вот что мы хотим от санатория в республике в целом? Ну, оздоровление населения, конечно, отдых, досуг населения, отдых. Цены, комфорт? Самое главное – оздоровление. Потому что санаторий для того и существует, чтобы оздоравливать население.